Адрес и контакты производителя продукции, ее наименование и свойства, масса, состав, содержание белков, жиров и углеводов, энергетическая ценность и условия хранения, а также стандарты для производства продукта, дата изготовления и срок годности, и даже условия транспортировки. Все это должно содержаться в обязательной маркировке системы Меркурий. Об этом говорят на семинаре. Обязательно ВСД, ветеринарный документ электронного изолацию, который подтверждает качество и безопасность этой продукции. Как только документ поступает к вам на сайт, преждевременный документ поступает. После этого поставщик к вам проводит продукцию. Вместе с продукцией должен быть товарно-транспортный счет фабрики «Атлис». Вы сравниваете то, что к вам раньше пришло на сайт, то, что на товарно-транспортный, только после этого принимаете. Без сопроводительных документов, которые подтверждают качество и безопасность этой продукции, вы принимать ничего не имеете права. Согласно закону о защите прав потребителей, обязательная маркировка должна содержать информацию на мясо, мясные продукты, замороженные полуфабрикаты, мясо птицы, яйца, рыбы, рыбные полуфабрикаты и все морепродукты в свежем, охлажденном и замороженном виде. Если отсутствует информация, принимать у поставщика товар категорически запрещено. Если просроченная продукция попадет на стол, тем более дошколятам и школьникам, массовые отравления неминуемы. Это и доводит сегодня до заведующих детских садов и руководителей школ. Самое страшное нарушение, самое серьезное нарушение – это прием просроченной продукции. Если у вас это выявится, меры будут приниматься уже и вашим руководством, и нами, и прокуратурой. Вопросов у участников семинара много. Руководители школ интересуются порядком проверки документов у поставщика продукции или допускается ли наличие документации у поставщика только в электронном виде. Интересующий вопрос задала и Эсет Хашакиева, директор 4-й школы Нестеровского. Если поставщик вовремя не выставляет продукцию, и мы, соответственно, не гасим, ответственность ложится на нас, получается. Да, конечно. В таком случае как быть? Просто мы от ответственности, с нас не снимается ответственность, соответственно, если есть штрафы, идут на руководителя, получается, да? Я руководитель образовательного учреждения. На момент приемки в системе этот документ должен стоять. Но если этого документа в системе нет, а без питания мы детей оставлять не можем, что мы в таком случае должны сделать? Вы можете принять только то, что оформлено. Если кто-то задается вопросом, будут ли производители, к примеру, молочной или мясной продукции регистрироваться в системе Меркурий, то да, это обязательно для индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью, иначе продукция считается нелегальной, и тут уже будут действовать прокуратура и Роспотребнадзор. В управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору напоминают о последствиях халатности в обеспечении безопасного потребления детьми завезенной продукции, ведь безответственность в этом деле угрожает здоровью и жизни их подопечных. С целью профилактики правонарушений в сфере оборота продукции животного происхождения, поставляемых в социальные учреждения, мы приняли такое решение обратиться в Министерство образования и науки Республики Ингушетия для согласования проведения семинаров совещаний с социальными учреждениями, подведомственными Минобразования. Мы нашли понимание у министерства, составили план-график этих совещаний, направили в Министерство образования, они согласовали. Это уже 4-й по счету семинар, проводимый ведомством в рамках профилактических мероприятий. И на следующей неделе состоится встреча с руководителями школ и заведующими детских садов других районов республики. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.